Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Общественная площадка для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей. Вот одна из целей всем нам ее, я думаю, известного конкурса «Мисс Россия». В этом году торжество красоты и таланта собрало более 85 тысяч заявок. В финал вышли 50 девушек из разных регионов нашей страны. Сегодня мы поговорим с представительницей Якутии Аиной Пудовой о том, как прошел конкурс. Аина, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад видеть вас в нашей студии. Хочу для начала немного с вами познакомиться, поговорить о детстве. Как оно прошло? Это взаимно. Еще раз добрый вечер. Я сама выросла в Хангаласском районе, в селе Улаханан. Вот. Там же окончила школу и решила поступить в Институт психологии в Северо-Восточный федеральный университет. Вообще, детство у меня было достаточно спокойное, хорошее. Я старшая дочка в семье, единственная внучка в течение 16 лет, поэтому за мной ухаживали, лелеяли, как за принцессой. Поэтому, не знаю, вот участие в конкурсах красоты у меня как раз началось, когда мне было 13 лет. Первый мой конкурс, он назывался тогда еще «Мини-мисс Якутия». И вот, приняв участие в этом конкурсе, я решила то, что, действительно, мне это нравится. То есть не сам факт того, что ты просто выходишь на сцену и красуешься, нет, это совсем не про это. Мне понравилась сама атмосфера таких конкурсов, потому что там все, знаете, про дружбу, про новые знакомства какие-то, про раскрытие потенциала любого человека, любой девочки. Вот, поэтому мне было интересно. И, собственно, вот в 13 лет у меня так и началось участие в конкурсе. То есть я понимаю, здесь, правильно я понимаю, привлекло именно то, что можно раскрыться как личность, не как вот с девочкиной стороны покрасоваться. Да. Вы сказали, что поступили уже в Якутск. Насколько я знаю, учитесь в СВФУ на психолога. Кто повлиял на выбор профессии и почему именно психолог? Непростая профессия все-таки. Чуть-чуть подправлю. Тут я обучаюсь на психолога-педагога. Педагога даже, еще лучше. Поведения. А исправляете людей, так скажем, с небольшими нарушениями, да? Да, именно с девиацией, то есть отклонение от нормы. Про что был вопрос? Вопрос был про то, кто повлиял на выбор профессии, почему именно все-таки педагог-психолог. Вообще, когда я поступала, мне просто была сама интересна эта наука, и я знала то, что в будущем мне сама психология пригодится. То есть я не была нацелена на свою будущую профессию, либо что-то еще. То есть я рассматривала психологию просто как науку, которая в будущем мне обязательно пригодится. Поэтому вот. Пригождается? Да, конечно. Вот участие в самих конкурсах даже, это всегда общение с людьми, коммуникация. Это всегда, знаете, такие эмоциональные качели. То есть, в хорошем смысле, я надеюсь, этого слова, да? Да, конечно. Вот. Поэтому, конечно же, знания, которые я получаю в институте, они мне каждый день. А ведь сейчас на каком курсе? На 5-м. На 5-м, то есть вы уже заканчиваете обучение. Последний курс. Дипломная работа, насколько я понимаю. А, собственно, с людьми с девиантным поведением удалось поработать? Поработать, да. У нас была практика. Мы проходили практику как тут у нас в вечерней школе, работали в своих также в школах, в базах, которые нам предоставляли, или мы находили сами. То есть работа была. Аина, вы, насколько я знаю, еще и в модельной сфере заняты. Как пришли? Вот в 13 лет у вас был первый конкурс красоты. Модельная сфера — это немножко, я понимаю, другое. Да. Как пришли, что привлекло? Вообще говорят то, что конкурсы красоты, они закрывают двери в модельный бизнес. Но я считаю то, что нет. То есть это всегда зависит от человека, как ты себя показываешь, как ты в будущем себя раскрываешь. Вообще, я работала моделью профессионально в Москве 1 год. Когда мне было 18, я не сказала родителям, я купила билеты. Я тогда уже сама работала, то есть параллельно с учебой я еще тренирую. И вот в это время, когда мне было 18, я тут как раз окончила первый курс и решила поработать моделью для себя, потому что также это было интересно для меня. У меня вообще с детства такая психология, такие ценности, то, что если у тебя есть возможности, почему бы его не использовать? И вот, 18 лет я поехала в Москву и работала там моделью год. После этого я решила вернуться, чтобы отучиться до конца.
А есть ли какая-то вот, я не знаю, разница между... Что сложнее, работать моделью или участвовать в таких крупных масштабных конкурсах красоты? Что интереснее? Давайте так Что интереснее? повернем. И там интересно по-разному. То есть в модельной бизнесе ты работаешь не на постоянной основе с одним конкретным человеком, а, допустим, на неделе моды, да, рассмотрим этот вариант именно. Тут у нас получается 1 неделя, 7 дней. То есть ты каждый день работаешь с разными дизайнерами, с разными людьми, помощниками, визажистами, стилистами по волосам. На конкурсах красоты ты в течение 21 дня работаешь только вот с одними и теми же людьми, да? Поэтому в плане того, что насколько ты становишься ближе именно с конкурсантками на конкурсах, либо с организаторами, это совсем другое, чем, допустим, неделя моды. Вот есть же много слухов и предрассудков о том, что модельная работа, она не такая на самом деле и легкая, как это может показаться. Вот действительно, ты встаешь в 7 утра, за весь день ешь 1 капустный листик и там пол-12 вечера ложишься спать. Нет, это уже устаревшие стереотипы, и сейчас вообще в модельном бизнесе очень хорошо раскрывают тему правильное питание. То есть ты тренируешься, ты правильно питаешься, поэтому очень хорошо то, что сейчас, в наше время, это уже то, что 1 капуста, это уже устарело. Пережиток прошлого. Да. Но это не может не радовать. Все-таки здоровье у нас одно, и заботиться о нем даже в таких сферах нужно. Как я уже сказал, за плечами у вас несколько уже крупных конкурсов красоты, участий. Давайте о них вспомним. Что это было, каких успехов удалось достичь? Первый мой конкурс красоты, таланта, спорта, это был, масштабный, да? Это был мисс и мистер студенчества России, который у нас проходил в городе Ставрополь. Туда мы полетели отсюда вдвоем, то есть была я, которая представляла мисс, и мистер, мужчину зовут Константин. Вот. Мы представляли наш... Молодой человек. Молодой человек, да. Мы представляли наш университет, Северо-Восточный федеральный университет. Вот. После этого конкурса мы все стали... Там была только 1 победительница и 1 победитель. Остальные все 2-е места, как нам сказали. Это было очень приятно, потому что, конечно же, в студенческих конкурсах тоже создается такая атмосфера дружбы, общения, и это всегда очень классно, потому что ты максимально раскрываешься людям, они тебе тоже. Это всегда очень весело, и ты обретаешь друзей по всей нашей огромной стране. Это просто... Вообще посоветую всем девочкам и мальчикам, чтобы они прям летали на такие конкурсы, потому что это реально очень хорошая возможность. Как сейчас модно говорить, проявляться помогает, да? 2-й мой конкурс, я полетела туда сразу после МИМ студенчества России, назывался «Королева студенчества». То есть тут у нас уже участвуют Россия и Белоруссия. Вот. А что дают такие конкурсы вот вам? Ну, как я говорила, это всегда друзья по всей нашей России. То есть я сейчас очень хорошо общаюсь почти со всеми своими друзьями оттуда. То есть я всегда их зову к нам в Якутию. Я, когда сама даже летаю на всякие фестивали, форумы, я всегда с ними встречаюсь, и это очень классно. То есть ты всегда так выходишь, видишь свое знакомое лицо и сразу... Слушайте, не может не радовать. А на улицах не узнают? Но все-таки такие большие мероприятия. У нас? У нас в том числе. Ну, не знаю. Ну, будем не надеяться, замечала. Ну, будем надеяться, что, может, сейчас просто из-за того, что много различной одежды теплой, может, весной и летом уже изменится ситуация. Аян, новый рубеж «Мисс Россия» в этом году. Как приняли решение участвовать? Как попали на конкурс? Давайте раскроем карту. Может, в следующем году кто-то из наших зрительниц захочет тоже повторить ваш путь. Вообще, на «Мисс Россия» попадают по открытому кастингу. Когда начинается сбор заявок, они всегда про это официально выкладывают на сайте. То есть это всегда все открыто. Там ничего не спрятано, никто ничего не скрывает. То есть вот ты приходишь, просто показываешь паспорт, называешь имя, и все, уже можешь выходить и показывать То есть конкурс очный? Да.
Кастинг? Кастинг. Да, кастинг очный. И также можно подавать заявку дистанционно, но там уже ты отправляешь видео, фотографии, видеовизитку и так далее. Но меня туда пригласили сами организаторы «Мисс Россия» после конкурса «Королева студенчества». То есть сами позвонили. А вы помните этот день, когда вам позвонят с конкурса «Мисс Россия» и говорят: алло, Инна, приезжайте? Они не позвонили, они мне прямо вот так вот сказали, потому что это было буквально сразу после конкурса. То есть, за кулисами? Да. Вот у нас проходит финал конкурса «Королева студенчества». В зрителях сидят организаторы «Мисс Россия». И сразу после объявления итогов они ко мне подходят и говорят: Инна, здравствуйте, завтра поедем на... Можете ли поехать с нами на кастинг «Мисс Россия»? Почему бы и нет, если да. Вообще не раздумывали ни секунды, да? М-м. Я просто думал, там вот какие-то надо обязательно параметры, там 90-60-90, метр 80 роста. Нет, такого нет. Ну, я считаю то, что главное, чтобы Это визуально выглядеть нормально. Туда же в корзину с капустным листом, да, все выстроить. И просто наслаждаться от процесса и себя. То есть любить себя. Ну вот конкурс «Мисс Россия» все-таки, насколько я понимаю, это же не только финал, где показывают финалисток в роскошных платьях, там, в коронах, где они презентуют себя с лучшей стороны. Есть же этапы, которые не видим, допустим, мы, зрители. Что это за этапы? В общем, сам конкурс «Мисс Россия» длится 21 день. Это не один день финала 5 октября, допустим. А 5 октября, ну, в день финала у нас уже известна двадцатка. То есть жюри там на месте они уже не выбирают. Они уже заранее выбрали двадцатку, 10 это по голосованию и 10 это по мнению жюри заранее. Вот. Промежуточные этапы. У нас есть национальный костюм, творчество, благотворительные проекты, а также... Спортивные занятия, я знаю, у вас были. Да, но это входит просто как тренировки, а не как промежуточные какие-то этапы, но все равно нас оценивали не только по этим этапам, а вообще какой ты человек. А интеллектуальный этап? В день финала. В день финала уже. Да. Ну, в общем, путей попадания в финал, я так понимаю, этапов множество. Да. А обстановка какая вот была? У вас был свой собственный модельный дом, если так можно назвать? Дом финалисток? Мы жили в Истре. Это такой похожий на санаторий место, где мы жили с бабушками и с дедушками. Это было очень классно, потому что все равно 24/7 видеться с одними и теми же людьми, общаться с ними 24/7 в течение 23 недель — это очень долго. Ну, то есть вы до этого не были знакомы, и все равно это будет сложно. А там были бабушки и дедушки, которые к нам подходили и спрашивали про что-то, не знаю, рассказывали про себя. Это всегда было очень интересно. И как при общении с ними мы как-то разгружались. Вот. То есть, я думаю, бабушки и дедушки тоже разгружались, да, не каждый день к ним заселяется очень на это надеюсь. Столько красивых девушек со всех регионов страны. А как обстановка за кулисами? Вот когда выключаются камеры, допустим, когда уходят организаторы, были ли, вот опять я про свои стереотипы, Нет. Конечно, были ли стекла в туфли, гвозди? Нет. Это все стереотипы, потому что с первого дня конкурса организаторы максимально постарались создать, знаете, такую дружескую обстановку, и для лжи, для какого-то коварства просто не было места. То есть у нас проводились разные тренинги на сплочение, на знакомство в первые дни. Было очень много игр. Также вот эти промежуточные этапы, они тоже сплочают очень хорошо. То есть даже на творческие номера у нас были несколько совместных номеров. Вот. Да вы что, с разными регионами? Да, поэтому это очень интересно. И у нас еще были кураторы, которые помогали, ну, общались с нами и всегда помогали нам. То есть если тебе сложно, ты можешь просто прийти к своему куратору и обратиться к ней. Она всегда поможет советом, и не только, допустим. Ну вот я спросил все свои стереотипы, которые я знаю о конкурсах красоты. Давайте о хорошем. С кем удалось из девушек познакомиться поближе, пообщаться? Кого есть вспомнить, так, как говорится, добрым словом? Татарстан. Это наши братья-татары, да. Татарстан. Так, вообще, как я говорила ранее, со всеми девочками мы были знакомы. Но все равно с кем-то у тебя проходит общение намного лучше, а с кем-то вы, ну, мало общаетесь.
неплохо, а именно мало. Ну, ввиду того, что Да. график 20 График, и нас много, 50 девочек. Поэтому вот мы жили в комнате с мисс Татарстан. Ее зовут Рамина. И вот мы с ней до сегодняшнего дня прям общаемся каждый день. И мне кажется, вообще вот сейчас будет такое немножко отступление. Давайте. Любое мероприятие, любой какой-то конкурс, фестиваль, форум, это всегда, мне кажется, люди. То есть это не корона, не грамота. Не ленточка. Не ленточка, не какие-то кофты и так далее. Это всегда про людей. То есть ты обретаешь новых друзей, новых знакомых, с которыми ты дружишь в течение своей жизни. Вот поэтому я ценю. Самое главное, я думаю, еще и обретаете какие-то навыки. Все-таки общение между людьми, оно же чему-то учит. Может, удалось каким-то чего-то узнать от мисс Татарстан? Какой-то, может, она вам дельный совет дала, что-то интересное посоветовала, как правильно двигаться в том направлении, в котором вы хотите развиваться? Так. Или только про конкурс? Все было про конкурс? Нет, мы наоборот общались не про конкурс. То есть внутри комнаты у нас было абсолютно другое общение. Я рассказывала ей про культуру нашей Якутии, она слушала якутские песни. Когда участвую в таких конкурсах, я всегда стараюсь максимально рассказать про нашу Якутию. Максимально просто. Даже на творческом своем номере я играла на хамусе, чтобы люди узнали вообще, что есть такая культура. Чтобы очередной раз услышали наш прекрасный музыкальный инструмент. Вот очень много этапов было, вы сами сказали. Что самое легкое было, и что легче всего далось, и что далось сложнее или интереснее всего? Так, легче, мне кажется, далось национальный костюм. Потому что, когда мы представляли свой национальный костюм, это было не просто проходка. Это не было просто дефиле. Мы выходили, рассказывали про свой регион и вручали подарки организаторам и жюри конкурса. То есть я поехала и вручила книгу, которая называется «Саха. Алмазы Якутии». Но тут совсем не про камни драгоценные, а про народ. Про народ, опять про людей. же. Поэтому я всегда говорю то, что самая большая достопримечательность и ценность Якутии — это люди. Да, в этом я с вами соглашусь. Вот, поэтому в этом плане, потому что было легко, потому что от всей души рассказывала. То есть я заранее не готовила никакой текст, я заранее ничего не репетировала. Это экспромт был? Да. Я просто рассказывала от души, чтобы это было, знаете, по-настоящему. Вот так. А как реагировали? Хорошо. Мне сказали, что прикольно. Прикольно, хорошо. Ну, девочки так сказали, а в жюри оценили тоже хорошо, если я выиграла национальный костюм. Что самое сложное тогда? Или что далось тяжелее всего? Тяжелее всего было то, что очень долго шел конкурс, потому что все равно человек устает. И опять же эти эмоциональные качели, когда стресс каждодневный, то есть вечером, ночью даже мы засыпали в час ночи, утром нужно было просыпаться в 6, в 7 обязательно. То есть каждый день вот так вот, и с утра еще быть красивыми. То есть это всегда, если у нас подъем в 7, и мероприятие запланировано в 7:30, то встать надо в 5? 6. В 6 утра? Ну, хотя бы, да, в 6. Ну, Вот. в общем, самое сложное — это привыкнуть к графику. Все, со всем остальным справлялись легко. Ну, не то, что легко, просто хорошо, так скажем. Ну, ладно, соглашусь. Давайте про национальный костюм, наконец, поговорим. Номинацию взяли «Лучший национальный костюм». Кто создал, какая основная мысль, как реагировали на него члены жюри и участницы из других регионов страны? Все были в восторге, я в том числе. Потому что, когда я только собиралась лететь на конкурс, я у себя сразу представила свой костюм, то есть я заранее ничего не искала. Я сначала представила, какой именно костюм я хочу. Почему-то сразу хотела темно-синий, чтобы показать холод, северный холод нашей Якутии. Вот. Хотела что-то такое с камнями, чтобы показать драгоценности. И опять же, чтобы это было не так тяжело
таскать, во-первых. Ну, что скрывать, да, действительно, я думаю, костюмы не самая легкая вещь. И чтобы это было визуально красиво, и чтобы это мне шло. Но я прям хотела темно-синий, вот так вот. Кому пришли с запросом «хочу костюм темно-синий»? Я сразу начала искать запрещенных в социальных сетях. Начала искать и наткнулась на фото этого самого костюма Харчана. Его создали рукодельницы бренда Хатой, за что я им очень благодарна, потому что костюм реально очень красивый, смотрится очень дорого и показывает всю нашу якутскую зиму, драгоценности, все то, что я хотела. Бренд Хатой, это же, если я не ошибаюсь, его основательница, либо дизайнер, это ученица Августины Филипповой. Да, все верно, кстати, да? Ничего себе. Какая реакция была? Кого? У членов жюри, у девушек-конкурсанток. Ну, девочки уже сами знали то, что у Якутии все равно будет очень красивый костюм. Я сразу им показала, все были в восторге, конечно же, потому что даже я сама была в восторге от этого костюма и просто с гордостью, с радостью представила его. Жюри тоже были в восторге, они были очень рады видеть, и я еще прошлась... Треки мы сами тоже выбирали, то есть под какую музыку нам нужно будет выходить. Я решила выбрать трек Алвана «Якутяночка моя». То есть вообще прям концентрация якутскости зашкаливает. Максимально. И чтобы, знаете, жюри, зрители тоже знали этот трек, чтобы всем зашло. Вот так. Ну, я думаю, всем зашло все-таки номинация «Лучший национальный костюм». Это было, знаете, искренне, я скажу. Ну, а какие эмоции были, когда сказали, что лучший национальный костюм все-таки у вас? Было ли? Я так и знала, я этого и хотела. Нет, такого не было, потому что тут у нас оценивали не только национальный костюм, но и творческий. На творческом я играла на хомусе, у меня был уже другой костюм. Вот. И было очень много достойных номеров, поэтому, не знаю, я не боялась, но сомневалась. В том, что могу выиграть, и в итоге это произошло, и я очень рада. Ну, мы тоже все рады вместе с вами. Конкурс завершился, финал состоялся. Какие эмоции у вас? После? Сейчас я максимально отдыхаю, но уже вернулась в работу, включилась сразу с первых дней, и эмоции в день финала было грустно. Из-за того, что это все заканчивается, но с одной стороны было и радостно, потому что наконец-то это все заканчивается. Вот такой вот парадокс случился. Я, к сожалению, не доследил, кто стал все-таки обладателем главной короны. Как-то повзаимодействовали с девочками Чуваше, после? да, Валентина Алексеева, она очень красивая, достойная, я бы даже так сказала. И надеюсь, что она достойно представит нашу страну. А дальше Мисс Вселенная. А дальше Мисс Вселенная. Да. Это, ух ты, это трамплин сразу уже на международный уровень. Через 2 месяца, по-моему, или 1,5 месяца будет проходить в Мексике. Удивительно. Вот. Я не знал, что это все между собой связано. Цепочка. Да. А корону видели? Что была за корона? Корона была украшена бриллиантами. Бриллианты у нас камнями, да. В общем, так, если не ошибаюсь, это корона от бренда Mercury. Вот. Mercury? Да. Прям очень красивая, вот такая вот высокая. Наверное, на фотографиях тоже многие видели, поэтому... И это очень дорого. Ну, бриллиантами нас не удивишь, как говорится, бриллианты у нас самих есть. Якутские всегда лучше. Возможно, они у нас их, собственно, добывали. Аин, какие планы дальше? После конкурса... После конкурса, да. Ну вот сейчас, я так понимаю, вы отдыхаете, но все равно цель-то на ближайшие перспективу есть? На ближайший год у меня окончить учебу, потому что 5-й курс, дипломный год, вот, сдать диплом, получить диплом, и все. Ну, первые планы. А так, дальше я пока еще не ставила никаких целей, потому что посмотрим, как будет. Ну, Мисс Вселенную брать надо? Планируем второй заход? Вообще возможно второй раз прийти на конкурс Мисс России? Только один раз? Да. А сразу на Мисс Мира уйти?
Не знаю. Ну, я думаю, что в но мире еще есть большое число конкурсов, куда да. можно будет податься. Я вначале сказал о том, что «Мисс Россия» — это не просто конкурс красоты и таланта, это еще и социальный, так скажем, проект с социальными различными направленностями. Я знаю, что у вас свой есть тоже собственный благотворительный проект. Давайте про него поговорим. Я все-таки уверен, что это тоже важная составляющая Да. любого конкурса. Что за проект? Вообще, я очень была рада тому, что в этом году включили благотворительные проекты, потому что до этого я о них не слышала. И в этом году было очень радостно именно видеть то, что многие девочки представили свои благотворительные проекты, и многие уже работают. Вот. Мой благотворительный проект назывался «Перезагрузка», так я его назвала. Это такой легкий проект, который вы можете, ну, любой человек может создать у себя в школе, провести его. Я опиралась на то, что сама являюсь будущим психологом-педагогом. И вот хотела связать свой проект с своей учебой. И вот цель проекта была то, что я хотела, чтобы детей с девиантными поведениями услышали. То есть все люди нуждаются в общении, все люди нуждаются в том, чтобы их услышали. И нередко бывает так, что именно с детей девиантным, ну, именно к детям с девиантным поведением относятся не очень, да, пренебрежительно, и сразу от них отдаляются, не хотят да, общаться и так далее. Поэтому я хотела, чтобы таких детей услышали. Потому что они их делают так не из-за того, что они такие злые, они такие плохие, а из-за того, что чтобы на них кто-то хотя бы обратил внимание. А вот как суть проходила? Как нужно обратить внимание на детей с девиантным поведением? Сразу суть. Этот проект может создаваться на базе любой школы. То есть нужен всего лишь один такой кабинет, который мы разделим на 4 части. И по каждым углам у нас будут стенды различные. То есть в первом стенде у нас будет общение с психологом, общение друг с другом, решение каких-то конфликтов и так далее. То есть тут у нас в большей степени общение. И управление своими эмоциями. Далее. У нас еще есть творческий блок, где дети могут заниматься лепкой, музыкой, танцами и так далее. То есть вот эти 4 блока можно по-разному менять в зависимости от интересов детей. Но это вот проектная составляющая, насколько я понимаю. Удалось ли что-то из этого попробовать уже во время практики? Да. Да, кстати, я пробовала этот проект, когда проходила практику, поэтому было легче намного дать понять людям, и чтобы, не знаю, сейчас не знаю, как объяснить. То есть наша главная задача, то есть ваша главная задача этим проектом показать, что детей с девиантным поведением, насколько я понимаю, главное, самое важное их социализировать вовремя и показать, услышать и показать, ну, допустим, тем же остальным детям в другом классе, что эти дети ничем не отличаются от обычного. И то, что не стоит относиться к таким детям пренебрежительно. То есть нужно с ними общаться, находить общий язык, и все хорошо будет. А вы не считаете, что эти правила можно перенести вообще на общение с любым человеком? То есть, чтобы услышать человека, нужно просто с ним пообщаться? Да, считаю. Но именно к детям с девиантным поведением почему-то относятся не так, как остальным. Вот я хотела, чтобы вот этой боли больше не было в нашем обществе. Ну, эта цель действительно, Инна, очень благая. Я уверен, что удастся ее воплотить в жизнь. Если мы этим серьезно займемся, поддержка этому нужна. Безусловно, психологическая поддержка сейчас как никогда актуальна. Хочу еще, все-таки говоря о психологической поддержке и о вашем модельном прошлом и, возможно, настоящем и будущем, очень много родителей сегодня отдают детей в модельные школы. Что можете посоветовать? Я уверен, что мамочки думают в первую очередь об осанке, о походке, но это же все-таки и жестокий бизнес с какой-то стороны. Главное, чтобы ребенку нравилось. То есть, если ей это дело не нравится, лучше не стоит. Вот так вот. И если тебе реально нравится, ребенку уже обращение, если тебе реально нравится, лучше идти до конца и
максимально раскрываться, получать от этого максимум удовольствия. Тогда все будет хорошо. Айн, а вообще, что бы вы пожелали тем, кто хочет связать себя не только детям, но и взрослым с модельным бизнесом или даже с конкурсами такого масштаба, как Мисс Якутия, Мисс Россия, там, Мисс Вселенная? Вообще, самый главный фактор любых мероприятий, конкурсов — это получать удовольствие. То есть без желания, без удовольствия просто не стоит лучше туда лезть, потому что у тебя будут травмы психологические, так и физические. Вот. Поэтому главное, чтобы вам это нравилось, и тогда все будет получаться. Вот спрошу тогда как у психолога, а если есть желание что-то кому-то доказать, стоит ли в такие конкурсы идти? Мне кажется, лучше сначала доказать это себе. Сделать так, чтобы тебе нравилось твое отражение, твои мысли, и тогда все будет классно. То есть никому уже ничего доказывать не придется. Главное наслаждаться от себя. И главное, самое, быть уверенной в себе. Ведь я думаю, что судьи в том числе, ну и вообще очень многие люди оценивают уверенность в своих силах. Возможно. Айн, давайте в заключение все-таки не могу не спросить 4 самые главные качества, либо, вот как вам удобнее, либо успешные модели, либо успешные участницы конкурса Мисс Россия, Мисс Мира, Мисс Якутия, что угодно, Мисс Вселенная. 4 главные качества. Так, 4. Которыми, возможно, и вы обладаете. Первое — это дисциплина, я считаю. Самое главное и в модельной, и вообще в жизни, не только в какой-то сфере обязательно. Первое, самое главное — дисциплина. Второе — это искренность, то есть не стоит никак никем притворяться, нужно просто быть настоящей, быть самой собой. Третье — так, что бы я назвала? Поэтому я сказал 4, да. Топ-3 — это всегда легко. Любовь к своему делу. Ну, это тоже такое обширное, не знаю, но и к конкурсам оно относится тоже. То есть, если тебе вот это вот дело не приносит никакого удовольствия, если ты это дело не любишь, то лучше не стоит. И четвертое. Так, очень сложно, оказывается, вот так вот. Может быть, любовь к себе, любовь к окружающим, то, что многие говорят о любви. Любовь во всех смыслах этого слова. Отлично. Айн, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам удачи во всех начинаниях, которые бы вы перед собой не поставили. Уверен, что с такой мощной базой, как конкурс Мисс Россия, все вам будет даваться легко и просто. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.